Великолепный Джо Байден и плохой ковид — это две темы нашего сегодняшнего эфира в рамках телемарафона Save АТР «Голос Крыма» Майя Бута в эфире. Я ведущий Айдар Муждабаев, ведущий последнего вечернего информационно-аналитического блока. До того момента, как мы перейдем ко второй теме нового витка эпидемии ковида и вообще, что с этим делать, с полной информацией абсолютно, к нам присоединится Борис Бриль, наш друг из Израиля, врач практикующий, и вы сможете задать ему вопросы по телефону, который будет на экране, или через Viber, позвонить Борису, просто готовьтесь, если есть вопрос по ковиду, вот телефон и даже скайп есть, можно будет говорить через какое-то время, пока мы соединимся с Борисом Брилем. Я не могу просто не начать этот эфир с восхищения новым президентом Соединенных Штатов Америки, господином Джо Байденом. Он, конечно, невероятно крутой. А на самом деле, что он, собственно говоря, сделал? Да? Давайте разберем. Анекдот сегодня прочел у Николая Полозова, известного всем нашим зрителям, адвоката крымских татар, украинских моряков и так далее, моего друга, товарища и собрата. Он в Твиттере опубликовал анекдот, не знаю, он ли придумал или не он, но смешно. Сэр, нет, не так. Помните анекдоты про Шерлока Холмса? Берримор, что это за вой стоит на болотах? Это Байден назвал вещи своими именами, сэр. Больше ничего Байден не сделал. Он всего лишь, отвечая на вопрос журналиста, считаете ли вы Путина убийцей, сказал: да, я считаю. Все. И это вызвало, конечно, такой какой-то невероятный ажиотаж, невероятная сенсация. Президент США называл вещи своими именами, называл русского фюрера тем, кем он является, человеком, отдающим приказы о преднамеренном и умышленном преступном убийстве людей, и ни одного человека. Дело в том, что, как интересно, что мы стали вспоминать и вспомнили, конечно же, что, насколько я помню, ни один президент Украины убийцей Путина не называл его так прямо. И, по-моему, и Порошенко не называл, и Зеленский тем более. Он же даже Россию не всегда называет страной-агрессором, эвфемизмами обходится в обращениях. Говорит «наш враг», там, как угодно, чтобы не называть вещи своим именем. Как раньше не называли войну войной, да, сейчас, слава богу, хоть войну войной называют. Вот, ну и так далее. На самом деле все начинается с этого. Все начинается с того, что человек начинает называть вещи своими именами. Он говорит: да, убийца, сказал Байден. Причем Байден поставил абсолютный рекорд в мировой истории. Еще и в том смысле, что ни один президент Соединенных Штатов не называл ни одного лидера Советского Союза, больше того, ни один президент Соединенных Штатов не называл ни одного руководителя Российской империи в любом ее виде. И империи, и России, и СССР, и Российской Федерации, как угодно, никогда не называли на таком уровне своего оппонента убийцами. Байден сделал это первым, сделал это не задумываясь, сделал это сразу, отвечая на вопрос журналиста. Это еще к разговору о Потом, помните, как говорили, что у Байдена реакция плохая, что он старенький, там такой еле движется, завтра умрет, там вот это все, да? Вот эти блеяния, русские нарративы, которые внедряли в умы американцев в том числе, оказались ничтожными. Я не восхищаюсь Байденом, он для меня не кумир, я хочу судить по делам, но он продолжил, он сказал: да, Путин убийца, и он за то, что он за это заплатит, за свои преступления, вы скоро все увидите, сказал он. Посмотрим. Будем посмотреть, как говорят в Одессе. Но факт уже состоялся, что, понимаете, ящик... Вот, кстати говоря, у меня в Твиттере много очень россиян и осталось. Там он не обновлялся, я им почти не занимался никогда, просто публиковал свои какие-то тексты. Тут репосты. И тут Соловьев уже пишет, что вот, Владимир Соловьев. Можем считать сегодняшний день днем официального объявления холодной войны 2.0? Да, Вова, можешь считать.
И я думаю, что с объявлением этой холодной войны значительно похолодают водоемы, в которых ты, Вова, купаешься. Это будет, скорее всего, не озеро Кома, где у тебя там вилла, а может быть берег Карского моря или там Баренцева, ну или Сочи. Вот в самом лучшем случае, пока Российская империя жива. Вот. Тут вообще очень много всяких русских шуток. Это отдельный мир, мы их не обсуждаем. По поводу Путина, они же боятся все это сказать, боятся даже процитировать многие и так далее, и так далее. Но сегодня день, конечно, Джо Байдена. День, знаете, все начинается со слова. Вначале было слово, вначале било слово, как угодно. Пока вещи не названы своими именами, ничего ждать не приходится. Как только кто-либо значимый, любой человек на самом деле называет вещи своими именами, уже есть шанс. Да? А когда этот человек самый влиятельный политик и руководитель самой сильной державы в мире, от которой зависит в мире все, и экономика, и там что угодно, и политика, и военные дела, и так далее. Это, да, это действительно объявление холодной второй войны, вернее, да, это совершенно точно так и есть. Но Путин же объявил гибридную, необъявленную. Почему бы таким же образом не сделать Джо Байдену, став лидером западного мира? Это прямой вызов Путину, это серьезнейший вызов Путину. Это они от посла, по-моему, своего отозвали из Вашингтона, советоваться, что советоваться. Ну, все, как бы, судя по настроению Байдена, время уговоров закончилось, будет время, значит, наступает время кар, начинается обратный отсчет. Вот я ждал этих слов, на самом деле, ну, что-то такого, какого-то сигнала именно вербального от президента Соединенных Штатов, потому что без слов, вы помните, это такой же исторический момент, как когда Рейган сказал: «Я уничтожу эту империю зла». Да, сказал про тогдашний Советский Союз. Фактически то же самое сказал сегодня Джо Байден, другими словами, но смысл тот же, то есть не будет компромиссов. До этого администрация его говорила, что не будет никакой перезагрузки в отношениях с Россией. Помните, при Обаме были такие попытки, я даже был одним из 300 украинских интеллектуалов, ну так назвали просто, вот, которые еще до выборов Соединенных Штатов последних вот, подписали письмо для Байдена с тем, чтобы, не дай бог, не было идей повторить вот эту самую перезагрузку. Да, я хочу сказать редакторам, что Борис Бриль на связи, надо ему позвонить, он мне пишет: а как зайти в эфир? Давайте вы объясните ему, как зайти в эфир канала ТР, где он неоднократно был, и тогда мы будем говорить уже про ковид. Вот. Вот так вот господин Байден, такой вот он старичок, как русские говорили. А сегодня такой роскошный день. Сегодня с утра, ну точнее, это же был день в Америке, доклад американской разведки. Даже его открытая часть — это песня просто. Это просто песня. Американцы все поняли, то есть понимали многие раньше, но просто сейчас при Байдене это можно уже систематизировать и бороться. Кто как влиял, как русские активизировали своих блогеров всяких, своих всяких пишущих, говорящих голов, как они врали про Байдена, как они спасали Трампа всеми способами, да, вот, это все будет раскручено, обязательно, обязательно, обязательно. Вот. Это колесо, история в обратную сторону не крутится. Если Америка взялась за своих врагов, то от этих врагов обычно остается какое-то мокрое место. В итоге я не завидую поэтому ни агентуре русской, ни в Украине, нигде. Это плохая история для вас. Америка вернулась в политику, Америка будет защищать себя вот, от всех угроз. Понятно, что сейчас основная угроза и в Америке в том числе это ковид, вот такая локальная, такая тактическая угроза, и Байден в первую очередь, как многие заметили, и начали уже: вот Трамп ругали, а Байден там не будет заниматься миром, там он будет заниматься только Америкой, у него тут куча проблем. Да, у Байдена куча проблем после путинской политической проститутки и идиота на посту президента США. Конечно, много проблем. Но он возвращается, вернулась Америка в мировую политику. Это однозначно совершенно, и в Кремле это понимают, поэтому такая истерика. Я думаю, сейчас, если у кого-то есть возможность читать, что они там говорят в своих ток-шоу, это просто... Я даже... Вот это тот единственный момент, когда я немножко завидую жителям оккупированных территорий. Поймите правильно мою шутку, потому что у вас это беспрепятственно можно смотреть эти каналы соловьевские. Я бы сейчас просто сидел и ржал.
в голос, слушая, какую чушь они несут про господина Байдена и что сейчас как они рвут на себе на всех местах волосы, говорят о Третьей мировой войне, о том, что ядерный пепел, сейчас Жириновский выскочит, его там подколят чем-нибудь, с новыми силами начнет истерить и так далее. Я хочу спросить у наших редакторов, что у нас со связью с Борисом Брилем. Все, технические нюансы, и Борис Бриль с темой коронавируса у нас будет в эфире. Я напоминаю еще раз, что в эфире не просто канал АТР, в эфире телемарафон Сайв АТР «Голос Крыма» Майя будет в эфире. Это дело серьезное, мы боремся за наш канал, за единственный крымско-татарский канал в мире, за единственный мост между нашим разорванным народом и Украиной, и цивилизацией мировой, европейской. Я уверен, что на самом деле колесо истории покатилось в обратную сторону, несмотря на то, что иногда нас может охватывать отчаяние, но мы с этим чувством боремся очень легко, мы не можем себе этого позволить, и поэтому все будет Крым, все будет Украина, все будет Европа. И все будет хорошо, все будут Соединенные Штаты, русского рейха не будет, он просто исчезнет, он будет уничтожен тем или иным способом, потому что иного выбора у человечества нет, и сегодня об этом сказал фактически господин Джо Байден. Вот, переходим к другой вроде совершенно теме, не политической, но теме здоровья различных наций. И настолько по-разному развивается ситуация с ковидом в разных странах, настолько по-разному, насколько более или менее похоже шли волны эпидемии в разных странах, но с нюансами. Настолько по-разному сейчас развивается ситуация с вакцинацией и так далее, и так далее. И, конечно, вот Израиль — это страна самая передовая и по количеству спасенных жизней, и по количеству ушедших из жизни из-за ковида, и потому, какими темпами ведет сейчас вакцинация, там самыми передовыми вакцинами. Наверное, с этого вопроса я и начну. Про вакцинацию спрашивает доктора Бриля, а дальше он сам все расскажет. Он очень подготовился для этого. Он ведет постоянно YouTube-канал свой, доктор Борис Бриль, подписывайтесь на него. Там все время какие-то полезные вещи, без этой бутафории, идиотства, ковидиотства и так далее, и так далее. Верьте доказательной медицине, которая показала в Израиле, где работает Борис врачом, свою эффективность абсолютно просто железобетонная, ничего больше не доказывать не нужно никому умному человеку, так точно. Борис Бриль на связи с нами. Боря, привет. Приветствую, приветствую. Ты что, со смены вышел такой красивый, да? Ну да, я всегда красивый. Я имею в виду, в маске я имею в виду, я тебе... Да. Ну, маска — это наш постоянный обиход с того момента, как мы появились, в принципе, с ковидом. Не мы, а вообще как ковид появился у нас, в мире. Поэтому, относимся к этому спокойно, носим маски, несмотря на то, что у нас вакцинация, я вакцинировался 24 декабря, потом 14 января, 2 дозы. В принципе, из новостей какие? Допустим, то, что происходит в Израиле. В Израиле в районе 50% взрослого населения уже вакцинировано. И мы видим последние 3 недели резкий спад госпитализаций. Закрылось последнее отделение коронавируса в самом крупном госпитале Израиля, в Саратском медикал центре. То есть те, которые госпитализируются, то это уже молодой возраст и не вакцинированные. Нет госпитализированных людей, которые получили вакцинацию. Нас вакцинировали Pfizer в основном, отчасти Модерной. Почему? Потому что это первые, кто прошло FDA сертификацию. FDA — это американская ассоциация по контролю над лекарственными препаратами и продуктами питания. Израиль показал себя очень-очень системно, как сказать, система здравоохранения показала себя очень замечательно. И, если честно, я политичен, но к израильскому правительству, но и правительство наше тоже показало себя, если честно, в самом хорошем свете. Неожиданно. Смотри, просто я знаю, в Израиле же каждое время года это новые выборы, в принципе, да, можно почти вот так, да, но я преувеличиваю, но очень часто, да, очень большая политическая борьба, все вот так вот как-то шатается на каких-то процентах, да,
там критика, там все что угодно, как угодно. Но вот, знаете, когда институции работают, все остальное, то есть когда корабль управляем, да, там все остальное, система работает. Вот скажи мне, в чем секрет израильской системы медицины, вакцинации? Почему настолько, вот мне кажется, что после вас уже кто следующая страна, я не знаю кто, кстати, по эффективности, но она уже далеко отстает. Вот почему именно Израиль? Хотя есть страны и богаче намного, да, ну, как бы, и в более простых условиях находится там, и более изолированные, и так далее, и так далее. Почему Израиль так справился, и в чем отличие, например, от украинской ситуации, которую ты видишь, например, у нас, да, или от ситуации вот ну, давай про Украину, на оккупированных территориях там и так далее. В чем разница? Ну, смотри, во-первых, у нас очень мощная система здравоохранения за счет. Эта мощность состоит из многих факторов. Это образование, естественно, но и кроме этого, это очень серьезное уголовное наказание за отсебятину. Врач не может гнать, так сказать, отсебятину, свои мысли в массы. Он может только оперировать исследованиями, доказательствами и ничем другим. Потому что если каждый от себя будет думать, что он гений и начнет рассказывать что-то, то это получится винегрет. То есть, смотри, то есть четкое соблюдение всеми врачами, медсестрами, разными больницами единой системы подхода к лечению, то есть протоколов вот этих, да, и разработка этих протоколов с учетом информации, она же с колес поступала, вирус-то неизвестный, и добавлялось то, добавлялось это. Я помню, даже ты вот, когда мне советовал, сейчас уже, наверное, что-то еще досоветуешь там и так далее, то есть, но какие-то есть варианты протоколов, они все время обновляются доказательным образом. Вот и помогает, значит, добавим для этих больных вот это какие-то особенности, вот это. Кто это у вас утверждает? Министр здравоохранения, кто правительство, кто эти протоколы регулирует, что так эффективно все получается? Протоколы регулируются Министерством здравоохранения, общим собранием больниц, и также используется, конечно, американский опыт. Невозможно уйти от того, что в Америке все же 350 миллионов людей, и тоже очень сильная медицина. В своей массовости, как, допустим, в Израиле, потому что все равно Израиль меньше государства, чем Штаты, поэтому нам проще руководить. Но в Штатах очень сильное здравоохранение, бюджет, по-моему, больше, чем бюджет Израиля, Украины, еще половина Европы вместе взяты, я так думаю. Вот. И принимая опыт с разных стран, то есть выбирали лучше, но только на основании доказательств, как мы с тобой говорили. Если честно, то со времени лета особо протоколы не изменились. То есть ушли отчасти протоколы там по Актемре, а так как мы ушли от антибиотиков в конце весны, так, перейдя опять к стероидам, которые почему-то начали рекомендовать, ушли от препаратов типа плаквинила и других бизарных лечений, которые были основаны на 70 людях в Китае. Ушли от этих протоколов и идем, в принципе, ничего не изменилось. Очень интересный такой факт, что в Израиле смертность на ИВЛ стала 70%, но смертность в начале пандемии на ИВЛ была 30%. Что это показывает? Просто у нас на ИВЛ попадает гораздо меньше людей стало. Сейчас вообще смертность как таковая снизилась очень сильно, и это умирают те люди, которые заразились 2 месяца назад. Это не нынешние заражения, то, что много рассказывают, опять же, хайп. Постоянно идет хайп, что вот в Израиле вакцинация, умирают. Ну, люди многие не понимают, что вакцинация идет с декабря, а люди в реанимациях тоже с декабря лежат. И это не те, кто вакцинировали, а те, кто попали, к сожалению, в больницу до. Или там, как у вас сейчас происходит, что страшилки рассказывают про разного рода вакцины, которые не имеют никакого отношения. Знаешь, надо доверять. Основная масса моментов в Израиле — это то, что медициной занимаются профессионалы, безопасностью свои профессионалы. Я не лезу в безопасность, безопасники не лезут в медицину. Как в том анекдоте, помнишь про Рабиновича, который на Манхэттене торговал семечками около банка там какого-то Моргана. И говорит, как вы тут можете торговать семечками? Говорит, ну, вы с банком договорились, они не торгуют семечками, а я не даю кредит, я не даю в долг. Да, абсолютно верно. И правительство в данной ситуации, оно в медицинскую сферу не лезло, кроме как достижения цели по доставке лекарств. На самом деле, в данной ситуации Беньямин Нетаньяху и, возможно, все его окружение, то, что я знаю, он все свои связи использовал, но по-сумасшедшему.
Я не являюсь его почитателем, чтобы было понимание. Я считаю вообще, что должна быть сменность власти, да, потому что власть развращает. Но это мы говорим о политике. Но он сделал на самом деле, и от этого не унять, очень большое дело. Он, да, договорился, использовал свои личные связи для того, чтобы была вакцина в Израиле. Причина, для чего это он сделал, для того, чтобы остаться на своем месте или для того, чтобы сделать это для людей, мне она не интересна. Ну, понятно, но слушайте, у каждого использует свои возможности, тем более он же легальные возможности использовал, он же не под столом деньги пихал, и в Израиле же там по блату нельзя подколоться, да? На вас же очередь, все как положено, да, все. Скажи мне, пожалуйста, через какое время Израиль вообще скажет, что он решил проблему ковида, вот твое мнение? Я думаю, что через 2 месяца. То есть, эту историю. То есть в лето Израиль войдет страной COVID-free, да? Да. Ну, у нас уже все открыто. У нас открыты все общественные заведения. И рассказывают то, что опять ковидиоты рассказывают, что в Израиле преследование людей невакцинированных — это абсолютный бред. В Израиле одинаковый зеленый паспорт имеет как вакцинированный, так и переболевший. И ограничивать никаких свободы не ограничивали и не ограничивают. Если человек хочет в ресторане посидеть не вакцинированный, пожалуйста, на веранде. В Израиле тепло. Но мне лично такой подход меньше нравится. Но Израиль — страна демократическая. Но самое интересное, во время пандемии запрещено было собрание. Единственное, что можно было, это делать демонстрации. Никто не забрал политическое право, да? Да. То есть демонстрации можно было, а там собираться на концерте нельзя было. И у нас на самом деле это соблюдали. Интересно, очень интересно. Скажи мне, пожалуйста, вот теперь сейчас скажут, я просто предвижу вопрос такой, вот из благополучной страны, там сейчас нам рассказывают, во-первых, страна очень тяжелая, там тяжело жить и работать, и страна там, где вкалывают все с утра до вечера, там никто не блаженствует в Израиле, и жизнь там тяжелая, то есть это страна рабочая и воюющая, к тому же, да, в кольце, в общем, недружественных соседей находится, и, в общем, похоже чем-то на Украину. Вот скажут, вот у них такие вакцины хорошие, а у нас плохая вакцина, вот это AstraZeneca или там что еще. Вот как ты считаешь? Вот, да и тут многие говорят, вот этой вакцины, знаешь, такое ощущение, что такой барин, его ему шубу предлагают норковую или соболью, и он такой, вот это в норковую я не буду, там, как бы у каждой страны свои возможности у руководства страны разные, да, не будем их обсуждать уже почему, но понятно, что Украина очень поздно, в общем, все получила, просто хронологически поздновато, но все-таки начала получать, да. Темпы низкие, но они все-таки есть. Как относиться к вакцинации? Вот эта AstraZeneca, вернее, Covishield, да, индийская вакцина. Расскажи сейчас вот только для украинцев ты говоришь, как к этому относиться, что делать, как быть? Друзья, Covishield вакцина — это та же самая вакцина AstraZeneca, это другая наклейка. И когда мы, допустим, вакцинируемся, я никогда не смотрю, где произвели определенную вакцину. Мне это не интересно. А вот Covishield — нормальная, абсолютно идентичная вакцина AstraZeneca, как я сказал, это другая наклейка. Это не генерик, то, что рассказывают врачи и так далее. Сделана она на заводе Serum Institute. Это завод размером, наверное, с пол Киева. Я там был на этом Serum Institute. Это завод, а внутри по оснащению покруче НАСА будет и покруче производства Теслы. Там в Индии вообще, в принципе, производится 80% вакцин, потому что такие мощности могут себе позволить только индусы. Это передовые производства. Вакцина абсолютно нормальная. В данной ситуации я лично, несмотря на то, что вакцина является моим прямым конкурентом, потому что я также в исследовании лекарств против ковида, но, знаешь, своих с того света не выкупишь потом. То есть вакцинироваться я рекомендую. И Covishield — нормальная вакцина для вакцинации. Это AstraZeneca. И этот хайп, который поднимают про тромбозы, про запреты продажи, надо понимать всю суть этих процессов. AstraZeneca была одобрена Европейским Союзом, нормальная вакцина. Тот же Covishield. То, что побочные эффекты у вакцинации всегда будут расследоваться. Появились тромбозы, но надо понять, что 34 миллиона людей привились вакцины. И вы что думаете, что у 34 миллионов людей сколько тромбозов в сутки? Сотни тромбозов. Кто-то связывает это с вакциной, кто-то не связывает.
поэтому идет расследование. Расследование показало, что это не так. Это временная приустановка для выполнения расследования. Но не про за выполнение протоколов, да? Есть сомнения, Да. должны быть дополнительные небольшие исследования. Проблема в чем? Знаешь, у нас от тромбозов больше всего алкоголики умирают, да? Просто я знаю это, да. Но при этом никто не перестает ходить выпивать, там, в магазины как-то я не видел, там, проблем в винных отделах, там, да? Никто не шарахается от этих полок, да? И там тромбоз-то уж, ох, как свирепствует, уже последние 1000 лет, наверное, да? А тут тромбоз, кто-то сказал из Европы, что где-то там возможно тромбоз, да? А, кстати, тромбоз, его же тоже можно профилактировать, если ты там разжижать кровь, есть же специальные препараты, даже ты берешь эту же вот вакцину, даже если тебе страшно, вот я пил всю жизнь, значит, там, вот эту водку, да, и тут я испугался тромбоза от вакцинки, вот от такой дозы, да, ну возьми разжижающий кровь препараты, выпей с этой вакцины и все, если уж ты такой пугливый. С этой стороны, если бы, да, это подтвердило, то была бы такая рекомендация, потому что многие люди получают антикоагуляцию против после операции и так далее. Вопрос же, вакцина делается не для удовольствия, и это делается для спасения жизни своей и своих близких, и тех же граждан, которые живут рядом с тобой. Ну да, ты абсолютно верно говоришь, сидят люди за столом, бухают водку, извините за грубость, и рассуждают о вреде вакцинации. Да, очень смешно. 53 года умирают от инфарктов и других заболеваний, и циррозов печени, то это никого не волнует. Да? То есть вакцина вредная, водку выпить и покурить сигарету в этот момент, оно нормально. Но у каждого своя. И рассказы, то, что кто-то какие-то вакцины не принимает, это, в данной ситуации я бы сказал, да, у каждого своя минута славы, надо же прославиться и сказать какие-то глупости. Поэтому Израиль принимает любые вакцины, он не принимает документы из Украины, так же, как он не принимает на сегодняшний день вакцинированные документы с Франции или с Америки. Неважно, какой вакциной вакцинировали. Прилетают, делают серологический тест, переболел или вакцинировался, получают зеленый паспорт. Почему Израиль должен верить бумагам, которые можно распечатать на принтере? Это разве биометрические данные? Нет, вот все. А слушай, но это просто, чтобы вся программа вакцинации в Израиле прахом не пошла. Ну какой смысл? Это же чисто экономический ущерб, да, не говоря про все остальное. Но смотри, ну, то есть если у тебя есть антитела, определенный титр, да, то это равносильно вакцинированию, да, в принципе? Да. Скажи мне, вот я переболел в ноябре, да, правильно ли мне дали совет, мне из Германии доктор написал, но я все равно тебя спрашиваю в эфире, и всем тоже интересно, многие же приболели уже. Через какое время, сказали, что раньше, чем через полгода ни смысла нет, да и не нужно это делать, да? Вот какой срок после переболевания, когда можно вакцинироваться? В данной ситуации, если мы говорим об МРНК-вакцинах, то рекомендовано через полгода. Это неоднозначная рекомендация. По какой причине? Составляет 0,1% повторное заражение. Но пока идет исследование. Мы получаем основную массу зараженных полгода, 7 месяцев прошло, вот буквально сейчас. Мы увидим через 2-3 месяца, имеет смысл или нет. По поводу вакцины, которые связаны с S-протеином, которые с S-белком, о котором мы говорим об AstraZeneca и Covishield, пока таких показаний нету. Я бы пока воздержался, посмотрел бы антитела, бы сдал IgG или иммуноглобулины G для того, чтобы посмотреть по поводу концентрации антител. Ну вот смотри, у нас еще есть такая компания, у нас же люди отказываются вакцинироваться, оказывается. Из-за этого даже Министерство охраны здоровья у нас ввело такую практику. Вот там вскрывают это Covishield какое-то количество, его же надо вколоть быстро, да, в какой-то период времени, там сколько, час или 5 часов, сколько-то. И у нас типа людям... Да, 6 часов подсказывают мне редакторы. И у нас открыли открытую форму регистрации в Минздраве, да, и человек, если он там, ну, не знаю, блогер, журналист, религиозный деятель, известный какой-то человек, который может кому-то показать пример, стать образцом для вакцинирования, потому что не бойтесь, вакцинируйтесь, и это полезно. Но, может, я тоже записался туда, ну, я никуда, естественно, не перезваниваю, никаким блатом не пользуюсь, просто я написал там имя, фамилию, кто я такой, и все, и телефон. И вот звонят людям, и ездят. Вот коллеги из РБК Украины ездили, еще откуда-то ездили, еще какие-то люди ездили. Значит, у кого-то там температурка поднялась там на день-два, у кого-то там рука болит и так далее. Но в целом никто от этого не умер, да, и как бы, ну, вот эти все опасения, что там опасно, но мне кажется, гораздо опаснее переболеть без вакцины. Вот я даже типа в легкой форме перенес, и до сих пор от этого уйти не могу, от последствий, да, и
ну, пока вот вакцины в Украине, мягко говоря, до всех не дошли, да? Что ты рекомендуешь? Я просто знаю, вот мне сегодня перед эфиром привезли люди от тебя такой препарат, я не знаю, как это правильно называется, иммунков. Вот, Иммунков, это тоже исследование. Да, это я принимал, ты мне давал дополнительно к лекарствам, которые ты прописывал, вот эти. У тебя есть свой такой протокольчик лечения, значит, и плюс вот это иммунков, это то, что Борис сам придумал. Вот можешь рассказать про эту историю, как ты вообще, вот пока нет у нас вакцины у всех, протокол лечения коротко, про вот это, значит, что опять не знаю, как это назвать правильно, иммунков. Я просто, ты сказал, я принимал, да? Вот я такой человек, я врачам верю. Вот, ну и вот пока не дожили до полной вакцинации, как вести себя украинцам, что делать? Ну, во-первых, стоит носить маски. Все же надо продолжать носить маски. Это мы знаем. Тут это канал АТР проповедует эту идею с утра и до вечера на протяжении всего ковида, да. И спасибо тебе. Во-вторых, естественно, по поводу лечения существуют тяжести лечения. Что, во-первых, за препарат? Это препарат, который мы разрабатываем, делаем исследования по нему, продолжаем. У нас довольно хорошие результаты. Это препарат, который блокирует отчасти интерлейкины, которые активируют воспаление, и вырабатывают интерлейкины ИР2, который снижает, есть такой, снижает воспалительный эффект. Делаем мы это, в общем-то, в Израиле, и довольно хорошие результаты. Сейчас скоро будем публиковать их, и кейс-репорты, так называемые отчеты, и, в общем-то, все исследования, которые по нему идут. То, что рекомендовал по поводу тяжести заболевания, все же зависит от тяжести заболевания. То есть если легкая форма — это симптоматическое лечение, плюс, допустим, что ты принимал капли, если у людей нет, опять же, симптоматическое лечение. Если это тяжелая форма, то, естественно, нужна госпитализация, нужна терапия, даже дыхательная терапия, там подходят стероиды, там идут антикоагуляция, то, что против тромбов. И, естественно, дыхательная поддержка — это такие аппараты, как СИПАП или другие. Раннее применение кислорода — это тоже вредно. Допустим, надо понимать, что есть такое oxygen toxicity. Применение кислорода, когда человек берет кислород в формах, когда у него сатурация не снижена, кислород чистый нарушает целостность клеток, и это тоже очень плохо. Он разрушает тоже легочную ткань. Поэтому, когда просто так люди с сатурацией 93 или 94 садятся дышать кислородом, это вредно. Это нехорошо. Потом всему свое время. То же самое, что и стероиды в легкой форме приводят к тому, когда сразу же дают дексаметазон, приводят к тому, что тянут на себя воспаление, потому что при терапии стероидами могут быть воспалительные бактериальные инфекции присоединяться и ухудшать течение. Поэтому это тоже в тяжелых формах дается. Ну и антибиотики, естественно, как мы говорим, они в принципе в 6% только у самых тяжелобольных. Я прочитал тут достаточно мелкий шрифт, значит, иммунков, каплі для допомоги при ГРВІ, температурі, грипі, COVID-19, запаленні легенів, станах, пов'язаних з фиброзом легень. Каким образом это ваш препарат помогает? Смотри, в принципе, что мы видим, когда даем препарат, что у людей, которые его принимают, поднимается сатурация, в принципе, в течение суток, скажем, довольно большие цифры, с 89 до 93. За счет чего сатурация поднимается? За счет того, что мы снижаем воспалительный эффект, этот именно цитокиновый шторм. И то, что мы посмотрели действия инвитро и инвиво, мы посмотрели, исследования делали в Сан-Пауле, в Институте пульмонологии, что снижает фиброз, уменьшает фиброз за счет уменьшения воспалительной реакции, за счет того, что эти спайки не образуются, за счет тех механизмов, которые я рассказал, интерлейкинов и ИР2 тоже. Но это клетки, такие тонкие моменты. И у людей в течение 2 часов снижается температура, поднимается сатурация. Но все равно, что ты мне рекомендовал, и когда употреблял эти капли, ты же рекомендовал все равно мне по ситуации принимать и жаропонижающие, если нужно, там, ну, такие лекарства. Не бывает, потому что как только кто-то расскажет, что есть волшебный препарат спасения от всего, запомните, этот человек аферист и обманщик. Не существует монотерапии от всего подряд. Надо понимать ситуацию, относиться тонко к ситуации, смотреть и регулировать. Я говорю, не существует панацеи от всего. Это сразу же, как только панацея от всего, это все, ну, аферисты.
Поэтому, естественно, если это не помогает, надо добавлять. Терапия должна быть вдумчивая и общая терапия. А почему ты мне передал этот пузырек сейчас? С какой целью? Потому что я же вроде переболел, и это же какие-то симптомы, что-то последствия Ну, все какие-то. будет тоже после ковида. Плюс ты, кстати, как с курением же еще не это. Не, я же бросил во время ковида курить совсем. Восстановить легкие после ковида, потому что против фиброза какое-то время. Мы смотрим, что есть при спирометрии улучшения. Это при дыхательных тестах. Поэтому побить тоже. Но у меня сейчас просто вот, ты заметил, да, я немножко вздыхаю тяжело иногда. Но это у меня, правда, это немножко, наверное, невралгия, она была у меня еще и до ковида. Но, в принципе, сейчас получше стало. Я принимаю еще это поскольку это по 30 капель, как ты говорил, да? Да. Раз в день. Ну, ты знаешь, многие принимали наши знакомые, не можем говорить, и были результаты очень хорошие. Да, это я подтверждаю. Действительно, люди, которых мы с Борисом лично знаем. То есть, ну, про главный принцип Бориса Борисовича не навреди, как вообще любого врача должно быть, да, в этом мире. Скажи мне, пожалуйста, ну, ты в политику стараешься не лезть, но все-таки как вот сравнивая, без политики, просто отношение к эпидемии и работа с эпидемиологической ситуацией. Вот Израиль, Украина. Что ты наблюдал за Украиной? И какие, можешь сказать, непредвзято абсолютно, ты же не критик там нашей власти, там ничего. И Я не критик, ну, у вас особо не было работы никакой с пандемией. Может быть, это экономические причины, а может быть, просто нехватка достаточно грамотных специалистов. Было кто во что гораст. Были отдельные люди, которые пытались что-то сделать, а так ситуация у вас абсолютно была вышедшая из-под контроля. Ваше счастье, в кавычках счастье, то, что у вас нет такого количества пожилых людей, как в Италии, как в Израиле, как в Америке. Если мы посмотрим на смертность, то в Израиле умирали старше 80 лет, в Украине старше 40. Поэтому, когда мы говорят, а вот там умерло в Италии, заваливались, в Италии завалились 80-летними, 90-летними стариками, тех, кто в Украине уже не живет. Он просто не доживает. Да, не даже, к сожалению. Потому что я говорю, когда, чтобы не интерпретировали, вам везет, что у вас нет пожилых. Это в кавычках везет. Ну, конечно. Но если бы были пожилые, то это было бы... Ну, это просто, чтобы сравнение статистик было корректное, а не спекулятивное, да? Вот. Да. Вот смотри, сейчас просто я с людьми из Европы общаюсь, что там, да, ну, допустим, Словакия, допустим, Вена, Австрия, да, пустынные улицы, никого нет. Товарищ был недавно в Риме, пустой Рим он фотографирует, не знаю, по каким делам он туда ездил, но фотографии феерические, да. И Киев, в котором вот сейчас, в Киеве, есть в областях, где вот красная зона, там по-другому, я просто не знаю всех деталей, но в Киеве есть ограничения только очень стандартные, вот по количеству людей за столом, по-моему, 4, вот в общепитах, в точках, да, больше никаких ограничений, по-моему, уже не осталось, да, вот правильно ли мы поступаем или неправильно. Но, с другой стороны, почти все мои знакомые уже переболели. Ну, я не думаю, что у вас хотя бы половина населения переболела, все же как-то так. А статистика же нет точной, потому что тесты же не все сдают, ты же понимаешь. Абсолютно верно. Но было бы очень много смертей. И не было бы третьей волны. Понимаешь? Плюс мы имеем сейчас британскую мутацию, когда болеют тяжело более молодые люди. Вот, давай-ка про мутации. Британскую раз, а потом еще какая-то мутация во Франции, в Британии. Не в Британии, а в Британии. Да. Вот. Да, расскажи, есть, что это? южноафриканская есть и бразильская. Это более вирулентные, они более заразные и также больше смертность. Мы видим и в Израиле, что умерли и роженицы, и молодые, это женщины беременные, и дети, к сожалению. Что для Израиля, для там... Такого вообще в принципе не бывает. Ну расскажи про эти мутации, а почему они происходят, и что с ними делать-то теперь? Это скажут опять, что опять не вакцина-то от них действует или нет? Действует, вакцина действует. Чуть-чуть меньше процент эффективности, но действует. В данной ситуации, да, надо вакцинироваться, нужно соблюдать, как вы пропагандируете это ограничение, подходить серьезно, но я думаю, что основная масса нужно нацелить страну на нормальную вакцинацию, чтобы этот момент остановить. У нас везде все открыто, но у вас все время не было, у вас не было такого особого карантина. То есть карантин был, а в автобусах все в метро ездили без масок. Это разве карантин?
Ну да, у нас все было очень хаотично, и в одном вагоне метро можно было встретить людей, которые соблюдают ограничения, ну, грубо говоря, не дышат в нос другому, да, и вот этих вот носатиков, вот этих дурочек или дураков, которые сидят там, снимают маску, ему жарко, да, но в принципе же носить маски ничего не будет, как бы, ну ничего не будет вообще. То есть если уж у вас пока не дошли до нас вакцины, давайте хоть маски поносим хотя бы пару месяцев в общественных местах, не будем в лицо друг другу дышать хотя бы. Да? Да, и рассказы о вреде масок это рассказы, не имеющие за собой никакого научного обоснования. Допустим, я же, прямая работа на стационарной реанимации, занимаюсь дыхательными, там, ИВЛ и так далее. То есть, когда люди рассказывают про то, что накопление СО2 или нехватка кислорода, гипоксия, это не так. Не существует там гипоксии. Это надо в пакет на голову надеть, чтобы была гипоксия. Плюс существуют разные варианты. Есть дыхательный ацидоз, дыхательный алкалоз, есть метаболический ацидоз, метаболический алкалоз. Я говорю сейчас иностранные слова для того, чтобы люди понимали. То, что они говорят там гипоксия или накопление СО2, они даже не понимают, что они говорят. Это настолько объемная тема, где есть бикарбонат и так далее, депот, респираторий драйв. Этого всего нет. Если человек то же самое вдруг накапливает СО2, он начинает чуть-чуть чаще дышать. Это обычная компенсаторная функция человека. И за счет чего маски помогают? За счет изменения физики выдыхаемого воздуха. Поэтому никаких проблем там нет. То, что замеряют, вот здесь ставят под маску СО2 капнограф. Тот капнограф, то, что ставят на всех видео, это не капнограф, а какой-то лохотрон, извините. Потому что капнограф у меня в операционной, я измеряю там 33, там, это называется tidal CO2. Не, ну надо такой препарат ставить, лохометр. Вот это полезный был бы препарат. Непонятно, правда, что измерять. Но я, если честно, я рассорился с несколькими знакомыми, особенно с непубличными еще, как бы это личное дело, но я рассорился с публичными людьми, которые выходили в эфир в YouTube и такие, знаешь, маска — это ограничение свободы, ограничение в транспорте — ограничение свободы, там, я где хочу, так и хожу, где хочу, там и сижу. Я считаю, вот если публичные люди к такому призывают, то ну, это соучастники убийства просто, да, мирных граждан. Ну сам ты, ну не хочешь ты болеть, ну болей, да, но зачем призывать других людей к этому, я не знаю. Причем есть же элементарная осторожность, ну просто не дышите друг другу в рот, просто, ну отойдите на 1,5 метра, ну потерпите немного, ну неужели так сложно, неужели это лучше, чем гроб забирать? Ну вообще. Абсолютно верно. Плюс я еще скажу такую вещь. Все люди ограничения свобод хотят применять только к себе. А за счет чего? Допустим, они же не хотят, чтобы я, когда он попал ко мне на операцию, снял маску, больной кашлянул ему или не больной. Точно. Или вакцинироваться. Я говорю, ну давайте сейчас придет хирург, например, больной СПИДом и гепатитом, а заодно, возможно, с туберкулезом, придет, без перчаток начнет вас оперировать и без маски. Но это другое. А почему это другое? Он подвергает жизни опасности вашу. Почему вы считаете, что вам это вы можете подвергать других опасности, а он нет? Почему? Почему мне, как врачу, надо вакцинироваться, чтобы вас не заразить от гепатита, а вот вам не нужно? Потому что это ограничение ваших свобод. Ну так у меня тоже тогда ограничение свобод. В ношении маски в операционной. Я же ее ношу не чтобы не заразиться самому, чтобы вас не заразить. И дай бог чем-то. Почему это? Вот это называется двойные стандарты. Ну смотри, и еще у нас 5 минут остается, даже меньше, наверное, 2. Вот очень много сейчас появилось витаминов в киевских аптеках, реально самых разных, от очень дорогих до недорогих и так далее. Есть ли какие-то твои рекомендации, действительно ли они профилактируют или снижают тяжесть заболеваний, и каким витаминам стоит отдавать предпочтение, если уж их употреблять? Смотрите, и вообще витамины не обязательно покупать дорогие. Витамины, кстати, мне кажется, дешевые, которые произведены в Украине, лучше будут, чем привезенные откуда-то с Айхерба, непонятно, кто их вам прислал. Поэтому витамин С и витамин D есть по некоторым работам, что дает довольно положительные результаты. Опять же, это не панацея, но в небольших дозах, без фанатизма, их стоит принимать. Это, в общем-то, антиоксидантные есть свойства. Поэтому без фанатизма, но принимать стоит. И не надо покупать самые дорогие, там, как ему сказали, там, Гайперп или Солгар. Я думаю, что украинские производители, и я их видел, обычные масляные витамины и обычные дрожжи имеют хороший результат. Но вообще украинские препараты нормальные? Да, нормальные есть, которые производят. Я был у вас на производствах, на фармакологических. Абсолютно нормальные препараты производят. Не надо стесняться и бояться так же, как индийских.
Ну, вообще про Индию это, конечно, очень смешно. Вот это же, все же эти критики, особенно фейсбучные, ну, зайди ты в Google, забей «Индия, фармакология». И ты понимаешь, что это фармакологическая сверхдержава мира просто. Это реально Там сверхдержава, да. Там космос. Я когда общался, говорю, ребят, ну в Украине нет ни одного производства, даже как украинскому любому производству, как от Земли пешком до Марса до Серум-институт бежать. Да. Простите, конечно. Нет, ну а что тут такого? Что все надо называть вещи своими именами. И спасибо Борису Брилю, как и спасибо Джо Байдену за то, что называет вещи своими именами. Вот. И польза есть и медицинская, и моральная от этого. Правда, она всегда лечит. Она точно никогда не вредит. Потому что самый слабый человек — это человек, введенный в заблуждение. Кем бы то ни было. Аферистами или политиками, там, кем угодно. Поэтому смотрите канал АТР. Помогайте нашему каналу материально, помогайте донатами через Patreon, репостите и так далее, и так далее. Я благодарю Бориса Бриля, просто нашего в каком-то смысле виртуального ангела-хранителя, за то, что принял участие в нашей программе. И благодарю вас за то, что вы смотрите. До завтра.